Всем еще раз привет. Запись началась. Итак, сегодня у нас... Какой у нас урок сегодня? Сегодня у нас 6-й урок. Мы сегодня, ребята, пройдем про брендинг, про бренд, про позиционирование, как вообще компания, да, себя позиционирует, что такое, ну, как бы, что в него входит, как мы можем на это влиять. Почему мы это пройдем? Как это для нас важно, да, мы же не графические дизайнеры, да, а, которые создают там брендинг, да, вот эту вот всю типографику, стиль. Мы веб-дизайнеры, мы рисуем интерфейсы, но он бывает разное, да, бывает иногда так, что приходит, например, проект, приходят клиенты, у них, ну, небольшой, да, небольшая компания, мы сейчас не говорим про крупные банки, да, у них, соответственно, своя уже свой стиль, да, у них уже есть все, фирменный стиль, идентика, логотип и так далее, но бывает так, что у некоторых там компаний малого бизнеса, да, ну, не будет ничего, и, возможно, вам нужно будет создать все с нуля. И мы поймем это все. Итак, что такое вообще бренд? Да, это комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, которые вот есть у продукта, у компании, и оно есть у сознания потребителя. То есть потребители – это мы. А, Значит, потребители – это мы, и у нас есть сознание как какая-то ассоциация с разными брендами. И вот это вот позиционирование, именно бренд, они состоят из нескольких факторов, и это все придумали те люди, которые занимаются этим. И на самом деле бренд, оно может быть не только у компаний, да, коммерческих, оно может быть и Оно может быть и не только у там каких-то брендов, компаний, но есть еще и у города, да, допустим, у страны. Например, у страны есть флаг, у него есть гимн, у города тоже, да, есть отдельный герб, свой флаг есть, допустим, да, и ну, даже вот у певцов, у актеров тоже есть бренд позиционирования, так скажем. Сейчас у нас будет в режиме диалога. Давайте сейчас поймем, и вы в чат напишите, из чего же состоит бренд. Секунду, я открою фигму. Итак, напишите, вот из чего может состоять бренд, да, вот из чего состоит. Какие у вас есть, логотип, да, слоган. Как вы думаете, цвета, правильно, как вы думаете, во что мы можем их как бы соединить, да, объединить? Во что можем это объединить? Вот это вот цвета, товарный знак, логотипы. Что это? Оформление еще, стиль. Это все, я думаю, графика, да? Итак, есть, получается, графическая часть, и в него, значит, входит, вы перечислили, да, в графику входит, значит, типографика, лого, да, то есть товарный знак. Так, что еще там было? Слоган. Слоган, возможно, не другое. Так, визитка, цвета. Точно, цвета. Цвет, да? Вкус. Вкус имеется в виду, наверное, стиль, да?
Да, тоже, кстати, стиль. Так, еще. Стиль, например, может ли входить стиль фотографий? Допустим, да, например, как сказать, вот, например, если смотреть старые СССР, да, вот картинки, даже не про то, что там он черно-белый, белый, а сейчас цветной, даже не так. Вот у каждого этого времени есть стиль своеобразный, потому что есть, например, СССР, там немного все по-разному было, и мы можем сразу, да, отличить по одеждам, да, по людям, которые там снимались. Значит, есть стиль фотографии. Окей, значит, мы с графикой разобрались. Что еще входит именно в бренд? Что его отличает? Отлично вот этот вот от пользователя user идея. На самом деле это очень важная часть, идея. Это уже другая, да, про концепцию. Что еще? Вот кроме графики, как думаете? Вот недавно еще был, кто-то сказал слоган, да, слоган тоже входит. История, точно. Кстати, история, да, должна быть, возможно, у бренда. Супер. Кто-то написал, Гульджан написала песня. На самом деле, да, музыка. Вот если у бренда, возможно, будет музыка, потому что, например, если брать KFC, да, всеми знакомый, у KFC есть музыка, да, мы можем по музыке отличить бренд, да, а не только посмотрев его, по радио можем отличить его. Так, что еще? Вот, допустим, если взять KFC, да, тот же, что у него есть, как думаете, что отличает KFC от других? Анимация, качество, вид, вкус. Про отличительное именно. Да, мужик в лого, Бахтыгуль, правильно, это про персонажа. То есть у бренда еще должен быть персонаж, потому что он вот везде, да, вот этот вот дядька, который белый, да, белые волосы, белая борода, он же как там, его же как-то звали, он же создатель этого бренда. И персонаж тоже входит. Итак, ладно, мы тогда разобрались, и вот из этого мы можем влиять на графику. Да, полковник, точно. Полковник Сандерс, да, правильно. Мы можем влиять, значит, на типографику, да, дизайнер может влиять на логотип, цвет, стиль может влиять, на стиль фотографий, на идею в каком-то смысле можем, но в основном оно как бы приходит от клиента, да, какие у него идеи. На персонажа то же самое, на слоган можем повлиять, да, придумать, историю тоже можно придумать, если это какая-то прям с нуля, да, на музыку навряд ли, тут уже другое. Итак, с этим мы разобрались. Отличные от вас идеи выходят, да, мысли, меня это очень радует. Так, и следующее, значит, позиционирование, да, но это мы уже частично обсудили с вами. Это, значит, образ компании, товары, которые маркетологи выстраивают в сознании целевой аудитории с помощью разных тактик. И, соответственно, у нас остаются какие-то ассоциации. И вот сейчас мы их вот прям разберем. Теперь сейчас у нас сегодня вот урок будет такой в форме диалога, да, и первая часть будет у нас теория, а во второй части, я, кстати, с вами не обсудила, потом обсудим, что будем показывать, потому что прототип вы частично, кажется, делали в этом soft skills, и я сейчас прошу вас.
Значит, вот у нас картинка, да? Скажите, вот с чем она ассоциируется у вас? Porsche. Напишите ассоциации ваши. Роскошь, еще. Автомобиль, само собой. Спорт, отлично. На самом деле самое, да, такое. Скорость, спорт, да. Например, следующее. Так, у меня почему-то чатик не пропадает. Вот машина, да? Все узнали, наверное. С чем у вас это ассоциируется? Бренд Volvo. Безопасность, да. И знаете, вот на самом деле, да, Volvo безопасность. Знаете, почему он стал безопасным? Потому что они первые придумали вот этот вот ремень безопасности, да, а потом его, ну, они молодцы, конечно, они потом его, ну, как бы не продавали другим, они просто дали в использование всем машинам, чтобы всем было безопасно. И с тех пор, да, у нас Volvo ассоциируется с безопасностью, но на самом деле, да, если взять там Volkswagen, мы же не можем сказать, что он не безопасный, да, то есть они все сейчас безопасны, и та же Volvo, да, они в какой-то момент были безопасны, но сейчас, если взять все машины, они все безопасны. Но у нас в голове осталась вот эта вот ассоциация, и она никуда не уходит. И сейчас бренд как бы все время пытается какими-то фичами, да, какими-то рекламами это преподнести, что это у них так, а на самом деле может быть по-другому. И тут надо задумываться. Секунду, пожалуйста. Тут я хотела, да, вам сказать про то, что, например, как могут, да, бренды себя позиционировать. Допустим, вы все знаете про немецкое качество, да, наверное, ассоциация, что вот немецкое качество, это надежно, но если брать вот сейчас, допустим, немецкие машины, да, если прочитать, мне говорили, что там, ну, в России есть популярный сайт Автору, если там вот прочитать отзывы на немецкие машины, говорят, что они прям все разваливаются, но у нас все равно в голове есть эта ассоциация, но немцы сами в Германии, они, оказывается, не хвалят свои машины, они предпочитают, наоборот, японские машины. И вот как, например, работает маркетинг, да, как работает позиционирование. Ну и тут понятно, да, какие ассоциации. Если, даже если, допустим, придумали бы, да, вкуснейший напиток, кола остается колой, да, у нас мы, наверное, ни с чем его не будем заменять, да, и, ну, кола есть кола. И сейчас мы поговорим про функциональность и поговорим про то, что оно не всегда работает в пользу потребителя. Почему? Вот у нас есть бренд, значит, всеми известный Apple. И какие ассоциации у вас с Apple? Ценник выше, качество, популярность, качество, надежность, камера, бренд. Да, iPhone. Стив Джобс, отлично, Стив Джобс, конечно. И так, что я хотела сказать? Про функциональность, да? Каждый год у Apple выходят модели, да? И на самом деле, вот, допустим, взять по примеру, да, к примеру, телефон, там вышел, например, телефон X, на следующий год вышел там XS. Значит, Apple говорит, что, например, XS, оно там на какой-то долю секунды, да, быстрее, у него процессор лучше, но если вы, допустим, поставите, да, два телефона и одновременно нажмете на иконку Инстаграма, вы даже не заметите, как они как бы зашли, да, ну, они одинаково заходят, возможно, там какие-то доли секунды, оно быстрее будет в XS, но тут мы уже платим не за функциональность, а уже за маркетинг, да, потому что, например, если сравнивать iPhone 5 и iPhone там, 10, да, мы там за Face ID платим, да, как бы, но зачастую бренды работают именно так, они добавляют фичи каждый год, но тем самым, ну, завышают просто ценник, и мы тоже это должны понимать.
И тут мы подходим к дизайну, да, как мы можем именно влиять на дизайн. Значит, смотрите, есть в России такой сайт Авито. Авито – это по типу, как у нас в Кыргызстане Лалафо. Сюда люди выставляют разные свои товары, да, и можно покупать. Тут есть такие, как и новые товары, так и уже использованные. И смотрите, вы не обращали внимания на то, что дизайн Авито, он такой, он средний. То есть он не говорит о том, что тут какие-то дорогие товары, да, он такой простой. И это специально на самом деле дизайнер сделал так, чтобы, например, пользователи, когда пришли на этот сайт, они не подумали, что товар дорогой. Давайте посмотрим следующий сайт. Мы видим, да, что тут уже что-то не то, да. Даже если бы вот часы стоили не 3 миллиона, допустим, тут стоял бы ценник 200 рублей, ну ладно, 1000 рублей, да, но сайт был бы таким, мы бы, наверное, задумались бы, да, вот что-то не так тут, как будто нас хотят обмануть, да, но тут вот сайт, оно соответствует дизайну, ой, соответствует ценнику и соответствует цена, да. Тут мы проходили, да, помните, по шрифтам, засечками, да, мы используем таких, когда хотим элегантности, да, хотим какой-то воздушности, да. Видим ли мы на Авито какие-то шрифты с засечками? Видим ли мы какого-то дизайна, который там много воздуха, да, какого-то там элегантности? Нет, и мы должны уметь вот так, когда приходит бренд, понять, какая у него цель. И там, если там дешевый какой-то там козье молоко, да, он продает, или там какой-то сыр, да, мы же не можем так нарисовать дизайн. И у каждого бренда должно быть свое настроение. Так, тут про визуальное отличие, значит, про систему образов. Сейчас будет вопрос в чат. Как думаете, для чего мы можем такую идентику предложить? Вот шрифты, цвета, да, вот этот вот стиль, куда мы можем его предложить? Банк, фонд, заказчику, конечно, Шаиргуль вы написали. Смешно, конечно. Правильно заметили, банк, да, такой, ну, технологичная, да, сфера, согласитесь, там. Да, клиники тоже подошло бы, вы очень прекрасно чувствуете настроение. Вот, допустим, следующее. Стройкомпания, да. Подошло бы, например, для какого-то фестиваля. Фестиваль, не знаю, магазин, да, учеба. И, допустим, там какой-то библиотека, да, допустим, какая-то известная, ярмарка, да. Следующий пример. Дитерка, пригласительный салон, детский магазин, да, это на самом деле про детство. Да, ну, тоже верно. Здесь я хочу рассказать про то, теперь вот мы сейчас вот тут обсудили про логотипы, да, какие они могут быть. Сейчас обсудим про именно вот визуальное восприятие, про шрифт. Это у знакомых, получается, пришел клиент. Это на самом деле в России есть такой телеком, Сателлит-Телеком, даже вот если зайдете, у них был, значит, раньше такой логотип. Вот здесь вот про логотип.
И как думаете, подходит ли такой шрифт к этому логотипу? Нет, да. Мы говорили, да, мы уже знаем, да, наверное, шрифт с засечками, который вот закругленный. И, значит, им предложили вот такой вариант. А, И смотрите, тут что, когда придумывается, да, логотип, когда брендинг придумывается, вы вначале сказали, да, идея. Это очень важно. Важно, наверное, больше идея для клиента, да, вот он послушает эту идею, историю, да, вот это вот, и ему будет как бы легче принимать решение. А зачастую вот именно потребителям эта идея, вот когда защищался вот этот логотип, как защищалась? Вот этот вот кругляшок, это как по типу спутника, и там было видео, как отец с ребенком, да, смотрит в небо, а там вот точка, да, голубая, а потом она превращается вот вместе с логотипом, и оно означает это спутник. Но зачастую, например, потребители, они могут не знать истории, но такие вот отличительные знаки, да, они именно ассоциируется с этим логотипом. И если убрать этот голубой шар, синий шар, да, его могут не узнать, и это важно. Или, допустим, его поставить там справа, слева, там в центре тоже, да, не то. И это узнаваемый знак, узнаваемый именно, как там его знак, да. Сейчас, секунду. Значит, мы влияем на логотип, да, и мы, когда с вами создавали макеты, мы говорили, что вначале, например, можем логотип создавать шрифтами. И вот, например, как мы можем на это влиять. Прекрасно, да? Следующее – это цвета. Ну, цвета, конечно, предлагают по-разному, да. Например, мы уже понимаем, да, вот цветами как работают, и про настроение цветов мы тоже в прошлом или позапрошлом уроке говорили, что там желтый цвет, оно про жизнерадостность, да, про легкость, там голубой, синие цвета, они про холодные, да, цвета, коричневый, там, надежный и так далее. Но смотрите, когда бренд придумывается, оно придумывается иногда просто, вот взяли там красивые цвета, да, либо изучили там какой-то этот цвет и просто понравилось, взяли. Но бывает так, что для бренда это, придумывают цвет осмысленно. Как? Я сейчас покажу следующий пример. Значит, есть компания, и они продают билеты на частные самолеты. И, конечно же, ну, это в Америке, это не в России, не в Кыргызстане. И как они вот подбирали цвет? Они изучили своих клиентов. Соответственно, у них клиенты, ну, кто заказывает, да, частные самолеты, соответственно, такие уже более дяденьки, да, наверное, серьезные, у которых бабки есть, наверное. И они изучили этот рынок и поняли, что большинство этих людей, у них есть машины бизнес-класса, и вот они как-то изучили, что у большинства, наверное, Мерседес, и у Мерседеса есть такая салон, такой красно-темный, с белыми. И они, изучив, исследовали, и в дизайне это обдумали, то есть придумали такой вот дизайн. И у них как бы и пользователям как бы понравилось. И если смотреть вот даже вот тут вот, мы видим, да, что это такой сочетание вот кораллового и такого бледного, темного, серого цвета, оно как-то благородно смотрится. Ну, не так, чтобы вот вы зашли, и это не скайсканер, да, какой-то. Так, про цвета поговорили, теперь про шрифты. Скажите, вы узнали это? Что за бренд? Конечно, да?
Смотрите, ой, тут, оказывается, CTO я оставила. Но на самом деле, даже если бы тут не написано было бы, да, логотипа, если бы не было бы, мы бы узнали. Почему? Потому что мы уже знаем этот шрифт. И мы уже на уровне, как бы, у нас уже в сознании лежит, что мы как бы в рекламах, да, видим, везде видим, это, сейчас будет следующий, как там его. Я думаю, вы с легкостью, да, справитесь, какой это бренд, да, Beeline. И тут нету, да, бренда, нету там даже названия Билайна, да, но мы понимаем, да, по каким критериям, да, мы понимаем, что по цветам, даже если у них там вот этой пчелки нет, и даже полосатой нет, полосатости нет, но шрифт уже узнаваемый. И даже если вот этот вот шрифт, он был бы написан на другой рекламе другими цветами, вы бы, возможно, узнали бы, потому что этот шрифт, они используют уже очень давно. Так, ну, на самом деле можно брать очень много сайтов, да, я специально взяла именно эти похожие, да, сайты. Значит, так, можем шрифтом влиять и графические элементы. Тут я хочу заодно сказать про иконки. Иконки вы используете в своих макетах, да, и хотелось бы сказать, ну, во-первых, она тоже влияет на восприятие бренда, и, во-вторых, когда вы скачиваете шрифты, как там его, иконки для своих проектов, нужно следить за следующим. Иконки бывают разные. В каком смысле? Вот по этим иконкам, как вы можете сказать, они больше квадратные или больше круглые? Да, да, верно, круглые. Почему? Потому что мы видим, да, вот есть углы такие острые, но их так мало, что вот закругленные края, они превышают, да, и за счет этого мы, когда видим общую картину, мы видим, что они закругленные. И когда вы берете иконки к своему проекту, вы должны брать все из одной стилистики. Либо вы скачиваете общий один пак, это так называется пакет иконок в свой проект, либо если вы ищете по одному, вы берете в одной стилистике. И тут еще важно, что не только закругленность имеет, да, значение, но и толщина. Вот тут, например, толщина одинаковая, но бывает так, что толщина вот тут тонкая, здесь толстая, уже будет смотреться не едино. И третье, это бывает заливка и бывает строка, контуром, потому что стиль иконок, да, разновидность иконок бывает заливкой, полностью заливается цветом, а бывает контуром. Тут тоже надо следить. То есть если вы в проект взяли какую-то контурную иконку, то до конца проекта у вас должно быть контурные иконки. Это тоже влияет на общее восприятие. И в конце я хочу вам пример показать. Это у замечательных ребят, которых я училась в МДА, был такой проект. Значит, к ним пришел некий Женя, и он уже выпускал рюкзаки. То есть рюкзак он уже как бы придумал, да, дизайн, все, но не было брендинга. И он попросил ребят, давайте сделаем сайт, я хочу продавать свои рюкзаки, ну, свой рюкзак, да, и мне нужно позиционирование. Давайте с вами вместе, ну, потом я покажу, что было, да, в конце, вместе придумаем название. Как думаете? Смотрите, подождите, пока не отправляйте. Как было? Так, секунду. Угу. Значит, как было? Какой рюкзак он начал, то есть создал? Рюкзак. Вы, наверное, все летали уже
куда-то, да, и у авиакомпаний есть такая норма, да, норма багажа, есть у там регистратура, да, где регистрируют пассажиров, и есть такая клетка, ну не клетка, как называется, где ручную кладь измеряет по параметрам, да, у него там 55, там 30 на что-то должно быть. И он, значит, придумал рюкзак именно для перелетов, чтобы человек не парился, да, с размерами. Он вот взял рюкзак, там запихнул туда что угодно, и у него размер соответствует по нормам, да, именно по авиаперевозкам. И, значит, что у нас есть? У нас есть рюкзак, который именно для перелетов, у него есть определенные нормы, да, и какое название могли бы мы придумать, да, чтобы в дальнейшем мы могли его лучше продавать? Как думаете? Напишите. Так, ручная кладь, экономия, флайбэк. Флайбэк. Напишу флайбэк. Смотрите еще какой вариант, ой, какой момент. Женя не хотел продавать только в России. Соответственно, чтобы продавать и в других странах, да, чтобы он был международный, соответственно, должно быть какое-то универсальное, да, то есть английское. Airbag, Fireback, да, ну вот смотрите, тут еще такая вот, хочу вам сказать, мы не должны называть вещи, ну, то есть бэк – это бэк, сумка. Если бы мы называли все с такими названиями, у нас все было бы там сумка, да, или что, бутылка, то есть давайте придумаем что-нибудь другое. Easy bag, fit bag, easy, компактность, fly mini, skypack, вместительность, практик, packs. Ага. Окей. Ну, хорошие, да, от вас идеи, на самом деле. Я бы, наверное, тоже так подумала. Так, как они придумали-то? Давайте я вам дам подсказку. У нас, значит, была, да, был вариант, когда airbag сказали. Значит, да, air – это как бы ассоциация, да, хорошая с небом. И что у него еще есть? Вспомните, у него есть определенные размеры. Как мы можем это соединить? Размер – это что на английском? Air size, да, отлично. И ребята, значит, придумали следующее. Да, air size. И они еще сказали, прокомментировали, что по смыслу хороший, но еще сказали, что не очень им нравится то, что трудно именно вербально воспринимать. То есть вам кто-то сказал air size, и вы там, когда будете гуглить, ой, я хочу эту сумку, и начнете гуглить, а как вы будете гуглить air size, air size? То есть оно, когда вы придумываете именно название, оно еще должно быть легко и на русском, и на английском. То есть вот Авито, его трудно загуглить, ой, его легко загуглить, чем AirSight. И смотрите еще, сейчас вам вопрос. Как думаете, да? Вот вы увидели логотип. Какой тут шрифт? С чем он ассоциируется? Крыло, да. Вот именно, как думаете, вот на что похоже вот стиль именно шрифта? От HP правильный ответ, военный. Что-то есть, да, тут такое про военного? И что думаете, почему именно взяли военный шрифт? Вот, чем они вдохновлялись? Как думаете, почему взяли военный шрифт? У них всегда рюкзак, правильно. Вот военный рюкзак, он какой? Как шьют для военных? Долговечный, да, правильно.
То есть этим шрифтом они хотели вот передать, что рюкзак, он прочный. И сейчас я покажу, что в итоге получилось. Вот, значит, у них сайт. Они, получается, придумали логотип, бренд, да, позиционирование, и придумали, и сделали еще и сайт. Такой вот легкий. Смотрите, когда на странице есть видео, очень интересно смотрится. Это ничего не стоит, то есть они, оказывается, вышли и сняли на телефон, то есть вот просто одели рюкзаки и сняли на телефон, не на телефон, а на 720 качество, да, даже там не 1080. Но при этом, если бы тут стояла просто статичная картинка, это бы смотрелось более скучно, чем вот видео, да, живое. По видео мы понимаем, что этот продукт есть, он существует, да, и с ним легче, да, взаимодействовать. И они сняли просто, это 2 плюс там час, да, работы, но смотрится более интересно. И заметьте, да, какой тут воздух, да, получается, как они работали с композицией, да. Значит, видео они специально сняли, чтобы справа был объект, слева была пустота, чтобы слева разместить шрифты, кнопки. И чтобы продолжить именно эту историю, они еще в пунктах меню и в кнопках выбрали похожий шрифт к логотипу. Тут вот они рассказывают про рюкзак, да, как он помещается в этот ящик. Тут они, значит, оказывается, сняли сразу вот в этом же дворе картинки, да, живые, чтобы они не были там со стоков. Если у меня просто совет, если вы будете работать именно вот по дизайну, когда либо в компании вы можете предложить, а давайте лучше видео снимем, либо там картинки, да, сделаем живые, это будет живее, чем брать какие-то картинки непонятные со стоков. Так, вот такая вот история. Тут я хотела вам еще показать, секунду. Хотела еще показать вам вот про брендинг, да. Получается, вы можете его придумывать, когда к вам придут компании, у которых нет, но у тех компаний, у кого уже есть, они обычно представляют в свободном доступе. Я могу либо скинуть, либо ссылку потом прикреплю, и вы можете ознакомиться, как крупные компании делают себе брендбук. Это некий файл с набором правил, с набором гайдлайнов, которые там, они передают, у них же много страниц, они передают там дизайнерам и говорят, вот придерживайтесь этого стиля, у нас такие цвета, там, у нас такие ценности, да. Тут, например, про ценности, а еще есть про логотип, вот он. Тут прям описывает, то есть брендбук это что? Описание именно ихнего шрифта, их цветов, и они описывают именно, как логотип построен, как он может использоваться, да, какие должны быть охранные поля, то есть вы не можете вот сюда охранное поле, сюда не можете поставить какой-то текст, то есть у него он должен быть воздушный. В брендбуке еще говорят, как оно выглядит в здании, да, еще бывает, сейчас я покажу, возможно есть, а возможно нет. Возможно, у Альфа нету, но бывает так, когда они на примере показывают, как у них не должно быть. То есть вы не можете Альфу попасть на какой-то синий, они прям прописывают, как нельзя делать. И вы можете эти брендбуки изучить, потому что это нужно будет, когда вы собственные, да, какие-то логотипы будете оформлять, такие презентации, гайдлайны. Так, у меня на этом теория все сегодня. Я хотела что спросить у вас.
Вы, оказывается, отправляли прототипы soft skills, да? Нужно ли сегодня, просто у нас следующее домашнее задание, оно начнется с прототипа. Мы сегодня будем переходить в Figma и будем начинать именно с прототипа. Но так как вы уже прототип, или, возможно, не все сделали, есть ли необходимость делать прототип? Напишите, пожалуйста. Или уже все приступили и все знают, как делать прототип? Да, давайте я вам покажу тогда. И плюс я хотела показать, как делать анимацию, не анимацию, а линки в Figma. Вы знали об этом? Можно прям переходить по страницам. Так, тогда секунду. Смотрите, немного вводного, да, про домашнее задание 2. Возможно, я его потихоньку будем уже сегодня начинать, но официально, возможно, я на следующей неделе дам, да. Второе задание будет про интернет-магазин. Мы не говорим сейчас про какие-то крупные, да, как, не знаю, какие же есть, LCY-кики, да, они масс-маркет, да, они крупные, ну, как в большом количестве выпускают. Мы про интернет-магазины, которые лимитированная коллекция. Почему? Потому что к ним будет проще искать изображения, именно красивые, да, и легче построить страницы, потому что там будет меньше. И в этом домашнем задании будет у нас не одна страница, а 3. То есть главная страница будет каталог товаров, где мы, в общем, да, смотрим товары, и карточка товара, именно страница, где прям подробно про один товар смотрим. А с первым заданием мы до следующей недели, ну, либо в каждом своем темпе просто заканчивает до футера. И, ну, а в конце курса сам решает первую домашку он включает в кейс, либо не включает. Возможно, это была некая тренировка, да. У меня у самой так было, потому что я, тем более, в фотошопе не совсем могла разобраться. Я первую свою работу как восприняла как тренировку, да, и уже со второй работы я включила свой кейс. Возможно, вы тоже так сделаете, либо у вас первое задание классно получилось, и вы, возможно, его включите в свой кейс, ну, в свое портфолио, то есть, и его вы докрутите. А вторую домашку мы начнем уже в Figma, и сегодня мы познакомимся с этим инструментом. Возможно, уже многие, да, уже начали в Figma работать, но все же, наверное, есть те, которые не знают. Для тех, кто не знает, как работать в Figma, вы просто в браузере открываете Figma, у него есть официальная страница, есть прям вторая кнопка, да, скачать. Ну, либо переходите по главной странице, то есть, сейчас я открою в режиме инкогнито и покажу вам. Так, секунду. Итак, я думаю, со скачиванием Figma проблем не будет. Она очень просто скачиваете, просто в браузере, да, вбиваете Figma, работаете либо в браузере, но я рекомендую и предпочитаю сама работать именно, когда вы скачали Figma. И, значит, у вас открывается, да, окно, где у вас тут пока ничего не будет, вы создаете файл вот здесь, либо вот по нажатию просто, сейчас, по нажатию просто плюсика. Открыли, значит, дизайн файл,
Да, я хотела режим инкогнито показать, но он почему-то не открылся. Вот. Смотрите, я сейчас вот как все, да, не зарегистрирована, ничего, я открываю фигму, да, вот первый сайт, который, это официальная figma.com. Открываете, у вас выходит такое окно. Вы что делаете? Вы первым делом, нет, не логин. Логин это уже у которых есть, да? Вы вот черную кнопку нажимаете, это зарегистрироваться. Значит, регистрируетесь по имейлу, ведете там, ну это уже классика, да, просто регистрируетесь, потом у вас открывается уже аккаунт, и вы работаете прям, оно переходит уже в рабочую область, вы тут работаете. Либо внизу есть скачать. Так, внизу, по-моему, да, было? Так, секунду. И вот это. Угу. Так, секунду. Неужели они скачать? Вот он. В общем, скачиваете, значит, есть для маковских, да, компьютеров, есть для Windows. Просто скачиваете, там очень легко и устанавливаете. И уже работаете вот в этой, значит, программе. Почему я рекомендую вам именно работать уже скачанном в файле, в инструменте, потому что у меня были случаи, когда я установила шрифт какой-то, и он не показывался в браузере, да, вот вариант в браузере в фигме, он показывался почему-то у меня вот в этом скачанном, и я с тех пор работаю в этом отдельно, когда я скачала. Значит, итак, мы создаем новый файл, да, вот здесь вот плюсиком, просто новый файл. Он у вас никак untitled, да, он никак не назван. Даете сразу название, да. Так, какой можем назвать? Интернет-магазин. И у вас встречает такой интерфейс. Figma, в отличие от Photoshop, да, Photoshop был изначально создан не для дизайнеров, он создан для других людей, которые именно работают с фотографией, да, с ретушем, с разной графикой, да, а потом там разработчики этого Photoshop поняли, что и дизайнерам тоже нужно, они просто добавили некоторые функции. Figma, она изначально была создана для дизайнеров, и для этого у него весь интерфейс отточили, да. Итак, что у нас есть? У нас есть кнопка «Домой». Здесь мы смотрим, какие у нас есть вообще макеты. Мы можем его как бы выйти, да, Figma работает через интернет, то есть если у вас интернет, ну, это как бы главный минус, но не сказала бы, что минус, потому что интернет сейчас у нас везде есть, да, и даже если у вас интернет пропал, вы будете работать, да, в этом файле, а потом, когда интернет появится, он просто синхронизирует и сохранит, в этом проблемы нет. Итак, значит, это у нас инструмент перемещения, он у нас всегда будет тут. Дальше вторая, да, иконка – это создание рабочей области. Мы уже знаем рабочий холст, да, фрейм. Мы сейчас создадим. Дальше формы. Это разные формы у нас, прямоугольник, там треугольник. Это у нас вектор, именно пирог, да, мы, помните, в фотошопе вырезали. Тут можно рисовать разные формы, там, иконки рисуют, или те дизайнеры, которые умеют этим инструментом. Тут текст, тут просто перемещение, и в фильме еще можно оставлять комментарий. Вот, допустим, оставили комментарий, пост, и когда, например, вы поделитесь этим файлом, когда там другой пользователь зайдет, он нажмет на этот
комментарий, и он прочитает ваш комментарий. Это сейчас для нас, дизайнеров, удобно. Там арт-директор, например, мой, да, проверяет мой макет и оставляет комментарии. Тут поправь, здесь поправь, тут добавь, здесь добавь. Все, в принципе, интерфейс минимальный, да, как сами видите. Вот тут у нас будут скоро появляться слои. Давайте создадим, значит, с вами артборд, как мы создавали в Photoshop. Тут немного по-другому. У нас есть справа, когда вы нажимаете на фрейм, либо, смотрите, вы можете нажать на английскую букву А, и у вас та же иконка появится. И справа у нас есть разные размеры для фрейма. Значит, есть, вы хотите создать, да, нам нужен десктоп, это для компьютера, да, разрешение. И мы обычно создаем вот 1440, как мы с вами знаем. Для мобильных приложений, да, кто создает, может создать сразу вот телефон и берет какой-то размер, да, тут разные размеры есть. Либо там, если вы хотите в фильме составить презентацию, вы нажимаете на презентацию и слайд там 16:9, либо 4:3 создаете. Тут даже есть для социальных сетей. Допустим, у нас есть, допустим, в компании отдельный человек, который занимается нашим инстаграмом, и он публикует разные публикации, да, и он берет вот инстаграм-пост. Инстаграм-пост, это вот как раз-таки, который мы видим, да, каждый день, квадратные посты, либо он берет там Instagram Stories. Stories, соответственно, он длиннее. Все, давайте создадим наш фрейм. Значит, мы нажали на фрейм и переходим на десктоп. В десктопе выбираем первый, 1440, все, он создал. Что мы делаем следующее? На практике я как-то показывала, но так как на практике немногие присутствовали, мы сейчас повторим, как мы создаем в фигме сетку. Значит, мы нажимаем на Layout Grid. Это создание сетки. Когда мы нажимаем на него первый раз, выходит вот такая модульная сетка, клетка, которая равна вот одна клетка на 10 пикселей. Но нам это не нужно. Мы когда с вами проходили сетку, у нас были модульные сетки и колоночные, да, сетки. Нам нужна колонка, и выбираем column, да. И нам не нужно 5, нам нужно 12. Итак, у нас есть 12 колонок. И смотрите, мы в Photoshop по-другому, да, создавали. Тут немного по-другому. Он 12 колонок создал на всю ширину, а нам нужны уши. У нас ширина фрейма 1440, а нам нужно 1240, да, сетка. Соответственно, мы должны, вот margin это расстояние по бокам, мы должны сюда, как там его, задать ширину. И кто мне скажет, если у нас сетка должна быть 1240, а у нас холст 1440, сколько должно быть по бокам? Отлично, Челпон. Вы первые ответили. 100. Вы, наверное, уже знали, да, какой я вопрос задам, и уже заранее написали 100, да? Так, окей, и все. Значит, у нас по сторонам 100 и ширина на 1240. Все, у нас холст готов. У нас по холст 1440, а длину мы можем, вот просто тянем его вниз, вверх, просто оно у нас тянется. Итак, у нас фрейм есть. Сейчас создадим, да, прототип и приступим ко второй домашке. Смотрите, возможно, я официально, да, в воскресенье следующее дам задание, где мы смотрим, да, что мы делаем. Ну, я уже заранее говорю вам, что у нас второе домашнее задание будет интернет-магазин. Будет лимитированная, да, коллекция этого интернет-магазина. И как мы уже умеем, мы смотрим, когда мы будем уже начинать свою домашку, смотрим разные сайты, да, берем примеры. Значит, как мы с вами обсуждали по, как там его,
по этапам разработки сайта, да, что мы делали сначала? Мы сначала исследовали. Исследовали, значит, мы будем исследовать именно этот сегмент, интернет-магазины. Берем, как вы будете работать. Давайте я вам сразу скажу, да, там будете смотреть разные референсы. Давайте, да, допустим, зайдем в Pinterest. И напишем, допустим, как можно написать? Веб-дизайн. Давайте веб-дизайн напишем. Ну, не очень, да? Согласитесь, вот этот вот похож. В Pinterest еще мне нравится, вот один хороший вариант нашли, и снизу уже выходят более близкие варианты. Вот что-то похожее нам надо будет потом. Вот, давайте напишем в поисковике e-commerce. Вот, хороший вариант. О, отлично. И, значит, вы будете создавать, я еще напишу, да, текстом, какое домашнее задание. Значит, интернет-магазин, лимитированная коллекция. У вас будет главный экран, он вот будет таким вот образом. Такое ощущение, что прям узнали, что я хотела сказать. Значит, у вас должно быть, да, главный экран, какой-то, да, баннер, возможно, с одеждой, да. Потом блок у вас должно быть для нее, какой-то баннер, да, блок для него, там какой-то еще блок, там, либо тут может быть блок Инстаграма, да, ихнего, и футер, все. А потом следующий, вот смотрите, если вы вот нашли какой-то хороший вариант, да, со вкусом, у вас внизу уже выходят такие вкусные варианты. Смотрите, и просто берете. Итак, значит, вы сначала исследуете, да, делаете как бы бенчмарк делаете, исследуете рынок, смотрите разные референсы и плюс-минус понимаете, что у вас должно быть. Вы должны написать структуру. До прототипа у вас должна быть структура сайта, что у вас должно быть. Значит, по структуре у вас будет главный экран. В главном экране какие меню у вас должно быть? Там, я не буду подсказывать, да, вы сами там посмотрите интернет-магазины. Возможно, вы зайдете даже, чтобы посмотреть структуру, вы можете даже зайти реальные магазины, какие есть, допустим, Zara, да? Вы все знаете Zara? Zara же она не такая, что прям банальная, да? Можно, у них, по-моему, еще и стиль вот, да, в интернете хороший. И смотрите, как они используют структуру, что они размещают. Вот, смотрите, да, что, у Zara есть поиск, мне тоже надо в магазине в своем сделать поиск.
Значит, у Zara есть там, не у Zara, там магазин, а то еще посмотрите куча магазинов, я советую вам разные смотреть. Еще смотрите, что есть корзина, да, обязательно. Это может быть у вас с текстом, либо у вас может стоять там иконка, да. Так. Еще какие магазины? Напомните, какие еще магазины есть? Ну, Wildberries, Манго, да. Да, давайте Манго посмотрим. Так. Угу. Да, вот, отлично. Видите, да, какую есть у Манго, значит, структура, да? У него есть логотип слева. А какие есть меню? Вы можете прям искать еще другие, да, варианты, чтобы у вас не у всех была там Манго, да, структура, имеется в виду новинки, женская, мужская, дети, но плюс-минус у вас, возможно, будет одинаково, да, но все же ищите там разные магазины. Значит, вы придумываете логотип вашему интернет-магазину, придумываете, значит, структуру, какие у вас должны быть, да, блоки, и пишите там сверху там вот такие вот у меня будут разделы, справа размещаете то, что нужно будет, да, чтобы этот интернет-магазин работал, когда пользователь зайдет, что для него может быть? Может быть раздел для ЛК, личного кабинета, может стоять иконка избранного, да, чтобы он, когда смотрел разные одежду, он мог нажать на иконку, а избранное попадет на избранное. Корзинка может стоять и поиск. О, удобно. Я тоже так сделаю, да, и вот так вы исследуете рынок. Дальше, значит, вы закончили, да, с главной страницей, потом дальше каталог. Также, да, допустим, заходите там отдельно, как у них каталог выглядит. Вот, допустим, да. У них немного по-другому, конечно. Но главная задача у вас, чтобы пользователю было удобно. Так, где каталог? Долго грузится. Для примера можно смотреть еще другие, да, магазины. Теперь давайте создадим сначала, чтобы нам было понятно, да, с чем мы будем работать. Значит, мы поняли, что нам, соответственно, нужен логотип. Пока напишем лого. Вы видели, да, что я выбрала? Смотрите, чтобы выбрать текст, можете нажать сюда иконку, либо просто шрифт, ой, как там его, букву английскую Т. Вот я Т нажала английскую, и оно выбралось. И пишите просто лого, будет вместо лого. Давайте увеличим. Итак, смотрите, еще я параллельно буду рассказывать про интерфейс. Слева у нас слои. Вот этот вот фрейм можете назвать главная страница. У меня будет главная страница. А внизу этого фрейма, то есть внутри, будет уже вложение. Справа, когда вы нажмете на лого, да, вы написали, справа у вас все инструменты для именно тех объектов, которые вы выбрали. Я еще сейчас параллельно буду вот про эти выравнивания, да, рассказывать. Вот тут идет, да, 24.14, это вот параметры именно этого объекта. Дальше это размещение по фрейму. Он показывает, что он слева и сверху стоит. И смотрите, по тексту, у текста есть инструменты текста, вы будете здесь работать. Значит, пока пускай стоит роботы, да, нам же для прототипа нужно. И чтобы он был больше, давайте поставим 18, да, чтобы нам было видно вот при таком расстоянии. И тут, как и в Photoshop, есть
Параметры для шрифта. Тут вы выбираете, значит, если у вас там какой-то текст длинный, какой-то текст у нас, вот это вот мы уже знаем, да, line height – это расстояние между строками. Если вы его увеличиваете, соответственно, он увеличивается. Если вы удалите значение, он поставит авто. Ну, авто, возможно, и подойдет. Это у нас как там его, между буквами, да, расстояние, просто тут тоже можно 0 поставить, либо отрицательный. Так, и тут просто по левому, по центру, по правому краю. Так, вот это вот, если интересно, я расскажу, это если выбрать вот fixed size, вот эта вот штука, рамка шрифта, она будет, как вы зададите, если вы поставите вот авто, он будет автоматически вырезать лишнее. Я ставлю авто. Это у нас по левому, по правому, по середине выравнивает. Тут мы даем fill оттенок, то есть цвет шрифта, пускай черный будет, да? Ну, дальше я расскажу потом по ходу дела. Значит, у нас должно быть логотип. Помните, мы в Photoshop работали как? Мы двигали, значит, чтобы он соединялся с каким-то объектом, да? Потом мы двигали там 4 раза, чтобы он 40 раз двигался. В Figma это удобно в том плане, вот смотрите, вы поставили на какое-то расстояние объект, вы зажали Alt, и оно, когда вы вот сюда вот Alt зажали, оно показывает, какое расстояние от объектов. Вот слева у него, значит, 100 пикселей, сверху у него 130 пикселей. А вы хотите, чтобы сверху у вас было, сколько там? Давайте поставим 40, да? И вот вы видите, что 62 еще до верха. Вы просто вверх 2 раза, это 20, да? И 2 раза просто без шрифта 2, 40. Все, вот очень удобно по расстояниям мерить. Значит, у нас будет логотип. Мы прототип, да, делаем. У нас еще будут... Смотрите, логотип придумываете, да? Вы уже знаете, да, как придумать настроение, да, какой стиль будет у вас. Возможно, у вас будет такой... Пока про настроение не буду говорить, вы можете искать референсы и по своему, да, делать. Теперь меню. Так, пока сделаем вот таким образом, потому что мы же пока не знаем. Но я пока не знаю, но вы, когда будете искать, вы уже пишете меню. То есть вы уже пишете там какие-то значения, да? Меню 2, меню 3. Так, секунду. Смотрите, как я скопировала. Вот берете, получается, объект. Тут все так же, как и в Photoshop. Вы уже умеете Alt и Shift, чтобы он никуда не двигался. Пускай пока 4 хватит, да? И смотрите, какие еще инструменты есть в Figma. Вы, значит, сделали по разным уровням. Вы выделяете все меню. И тут у вас есть прекрасные инструменты, как выравнивание. Вы хотите, чтобы они стояли на одной линии, вы выбираете вот по вертикали, у вас она стоит по одной линии. Теперь тут самый последний есть инструмент выравнивания между этими меню, да, у вас там, например, вот так вот стоит меню, выравниваете вот этим инструментом, tidy up, и оно станет одинаково. Теперь тут еще прекрасный есть инструмент, вы теперь не как в Photoshop будете ручками, да, двигать, а вот тут указываете, какое расстояние должно быть между менюшками. Допустим, оптимальное, возможно, будет 40, да? Enter. Нет, 40, видим, что маловато. И уже добавляете сюда, допустим, 72. И, возможно, 80, да?
И все, у вас все ровненько. Теперь, когда вы будете его двигать именно курсором, тут у вас есть красная линия, она подсказывает, ровно ли стоит по сравнению с логотипом. Все ровно. Значит, у вас тут будет меню, да, и, возможно, у вас тут какие-то иконки будут. В прототипе вы можете сразу прям показать, какие будут иконки. Там скачивайте иконки и показывайте. Я вам сейчас просто рисую какие-то значки. Значит, как мы договорились, да, в прототипе вы можете пока не придумывать логотип, просто лого. Менюшку вы пишете, меню, какие у вас будут, иконки вы ставите, какие иконки будут. То есть цель прототипа, да, вы помните, чтобы не только просто показать серые блоки, а обговорить с клиентом, да, согласовать. Вот у меня будут такая структура, вот у меня будут такие иконки, вам подходит или нет. Следующий шаг у нас будет, значит, на странице главный баннер. Для этого вы берете прямоугольник и рисуете, значит, прямоугольник. Красные линии, опять-таки, вам подсказывают, вы стоите ровно или нет. Тут, значит, вы можете еще вручную менять размеры. Допустим, я хочу высоту сделать 600, либо 550. Угу. Теперь значит, вы показываете, да, что у вас будет, да, баннер будет, и можете сразу показать, что будет там. Будет, допустим, кнопка, потому что это же важный атрибут. И оно сливается, да, с баннером, и вы его красите в другой цвет, допустим. Давайте пока что уберем сетку, вы можете вот таким образом, выбираете фрейм и просто на глазик нажимаете, но скрывает. Давайте вот, допустим, можете там, например, даже блоки, да, менять цвета, чтобы было интереснее, да, допустим, можете взять там светло такой красный, либо чуть-чуть светлее серый. Но помним, да, не переусердствуем в плане вот прототипа, не ставим картинки, да, чтобы клиент не перепутал с дизайном. Да, нужно у вас тут будет кнопка. Ну, тут главный баннер, да, чтобы потом помнить, да, что у вас где будет стоять, вы можете написать. Смотрите, мы текст скопировали альтом, он у нас ушел вниз прямоугольником. У нас же есть слои, и в слоях мы можем менять их очередность, что зачем будет стоять. И мы просто вот это вот меню выносим в самый верх, и оно стало поверх прямоугольника. И сюда пишем главный баннер. Это тоже правило, так скажем, прототипа, да, как мы сделаем прототип, чтобы потом не запутаться. Тут пишем просто, тут у нас будет главный баннер, посередине можем сделать. Дальше, что у меня будет? Смотрим, да, разные, вы уже знаете, да, значит, вашу структуру, и вы уже понимаете, какая у вас структура будет. Тут у меня, значит, будет картинка, допустим. И тут какой-то, у вас уже, тут, возможно, будет уже текст, да, вы уже придумаете текст. Тут будет мужская одежда. Чуть меньше можно взять шрифт. И тут будет кнопка, да, переход,
переход по каталогу, да, сразу. Тут у меня, возможно, будет женская одежда. Опять-таки тут картинка, да. Видите, как я копирую, да, просто выделяю объекты, нажимаю Alt и копирую. Тут у меня уже будет женская одежда. Дальше у меня будет баннер, да, какой-то, возможно, это будут скидки. Ну, не скидки, нет. Скидки не будет, знаете почему? У вас стиль интернет-магазина не такой. Если вы зайдете, да, допустим, я даже не знаю, Озон, да? То есть мы не делаем вот это вот. Это масс-маркет, это уже другое. Тут уже важны, функционал очень важен, потому что он большой, огромный, это интернет-магазин. Тут надо учесть все как там его, состояния, да, UX у Озона, кстати, очень крутой, у них работают хорошие дизайнеры, они обдумывают каждый шаг пользователя, да. Мы пока такое не делаем, и по стилистике тоже не делаем. Оно больше для ну, больше для таких, да, для масс-маркета. Мы делаем больше немного другое, да, более, может быть, дорогое, более такое лимитированное, да. Почему? Чтобы, опять-таки, вот что красивее, да, только что мы видели Озон, либо вот мы видели дизайны разных необычных, да, магазинов, потому что чем меньше, да, лимитированно, тем мы можем красивее сделать, тем вкуснее можем сделать. Поэтому я даю такие домашки, и когда вы придумываете, да, вот первую домашку я там дала портфолио, вы иногда там выбирали какие-то, допустим, я сейчас из головы, да, беру сайт металлургического там компании, соответственно, для этого сегмента мало фотографий. Вы там, например, сайт трактора, да, тоже, да, красиво будет. Возможно, для кого-то очень красиво, но мы же сейчас собираем для Behance, а в Behance, когда будем работы смотреть, там нужны именно такие стильные, да, картинки, чтобы ваши работы больше смотрели. И, соответственно, пожалуйста, когда я даю какие-то домашки, именно старайтесь это учитывать, да. Возможно, вы придумаете что-то свое, да, там придумаете какие-то, не знаю, я какие-то видела работы какого-то завода, да, но это рабочая, да, схема, для кого-то это очень полезно будет, я согласна, но мы сейчас хотим портфолио собрать, да, именно на Behance, поэтому надо это учитывать. Так, и мы поняли, да, что у нас лимитированная коллекция, у нас не будет акций никаких, да, масс-маркета не будет у нас никаких мигающих, таких каких-то там крупных скидок. Тут, возможно, у нас будет, у нас, например, интернет-магазин, и он работает с каким-то дизайнером, да, и у дизайнера вышла какая-то коллекция, не знаю, спортивок, у нее спортивок, может быть, ну, одежда, в общем, платье, может быть, вышла коллекция лимитированная, либо кроссовки, да, и тут пишем, например, этого дизайнера, там у него может быть имя, фамилия, да, и вот презентуем, да, так скажем. И у него также может быть кнопка, да, там посмотреть подробнее эту коллекцию. Следующий, значит, я сейчас делаю неровно, вы, конечно, будете это все ровно, да, делать, потому что прототип тоже важно, чтобы он был более-менее, да. Теперь тут может быть новости, это могут быть такие вот карточки. Давайте мы сетку вернем, потому что нам сейчас он нужен будет. Смотрите, какая вот удобная штука есть в фигме. Вы, значит, выбираете объект и копируете его рядом, да, и вы нажимаете на Command либо Ctrl-D, английское D, и оно копирует сразу уже автоматом, он уже помнит расстояние. Так,
Тут у вас может быть блок Инстаграма, да, ихнего, либо новости, в конце у вас будет футер. И прям можете написать так. Футер. Когда вы будете делать, заранее уже сделайте, что у вас будет в футере, потому что вы же уже будете делать, какие у вас пункты меню будет, и, соответственно, они повторяются, да, в футере. У вас в футере могут быть социальные сети, да. Смотрите, есть такой интересный, полезный есть плагин. Figma еще отлично работает с плагинами. Когда вы нажимаете правой кнопкой мыши на пустое пространство, да, у вас выходят вот плагины. Эти плагины я уже установила, но если у вас, у вас там не будет, да, вы переходите вот, по-моему, вот сюда вот. Да, и вот вы переходите в плагины. И тут уже вы можете изучить отдельно, да, какие-то статьи есть, какие плагины можно, и просто уже его скачиваете себе. Они появляются у вас в рабочей области. Смотрите, какой я хочу вам порекомендовать. Я еще в дальнейшем буду вам рекомендовать, а пока я вот чем пользуюсь, да. Вам понадобится, вот есть такой плагин, запишите себе, потом посмотрите запись, Material Design Icons. Когда вы его нажимаете, у вас выходит такое окошко, и вы ищете иконку. Допустим, вам нужна иконка стрелки, да? Пишите стрелку на английском и Enter. И он вам преподносит иконки стрелки. И вы его просто вот берете стрелку и перетаскиваете в свой макет. Удобно, да? Все, а потом просто крестиком выходите. Значит, вам где-то понадобилась стрелка, и вы просто стрелку поставите. Там бывает, что некоторые иконок не бывает, но это не проблема, да, мы уже знаем источники, где мы ищем. Все, плюс-минус мы все сделали, но вы не так будете делать, вы будете более детально, да, делать, потому что в футере вы не будете так писать. Итак, давайте мы отключим сетку, и вот футер же заканчивается, как мы просто меняем размер фрейма по высоте. Тут важный момент, смотрите, не надо его просто вот так уменьшать. Вот сейчас ничего не изменилось, но бывают такие случаи, когда формы, вот это вот прямоугольники, тексты съезжают, когда вы просто меняете размер холста. Поэтому, чтобы этого избежать, как вы укорачиваете, да, как вы вот меняете холст. Смотрите, выбираете фрейм, зажали Command, это в моем случае, да, если у вас Mac, в вашем случае, либо Ctrl, если у вас Windows, зажали и уменьшаем. Все. Смотрите, еще может быть так, что у вас футер, заливка, да, сзади, оно может быть вылезать из сетки, потому что сетка нам для чего нужна? Чтобы важную часть именно контента размещать, да? Если мы за сетку будем текст, что был, мы его не можем прочитать, но если у нас выходит фон, мы с вами уже первые уроки проходили, фон, ничего страшного, он может выглядеть вот так. Смотрите, теперь я быстренько сейчас покажу, какой будет каталог. У вас вторая страница будет каталог. Давайте это вот все удалим. И каталог, оно выглядит обычно вот таким образом, да, у вас тут какая-то страница. Смотрите, опять-таки вы заходите, да, разные референсы и смотрите, как он может выглядеть, да, каталог. Вот это вот все главная страница, смотрите. И сейчас мы будем, например, искать. Давайте попробуем, да, попробуем, я пока не знаю, выйдет ли нет. Каталог напишем.
Вот, отлично. Вот каталог, как он выглядит. Смотрите, поэтому вы смотрите много примеров, смотрите как и реальных магазинов, так и таких несуществующих концепций, да. Давайте откроем вот эту картинку в новой вкладке, чтобы посмотреть. И смотрите, что есть. У нас вот это вот логотип меню есть, и у каталога бывают такие атрибуты, без которых каталог не каталог, да. У него есть пункты, именно фильтр, ну не фильтр, а вот список разделов, которые есть. Обычно они слева, ну либо в удобном месте, да. И у каталога еще важно, чтобы был фильтр, чтобы отфильтровать по популярности, да, по, там, не знаю, по цене, там, и так далее. У карточки товара оно может быть пустым, но при наведении могут быть там иконка избранного, корзинка, название, да, соответственно, или оно может быть сразу, не при наведении, а сразу. Вот такой должен быть каталог. Но вы смотрите разные варианты, да, ищите. Итак, мы поняли, что, да, значит, у нас тут будет место для категории. И смотрите, можете вместе выбрать 6 и просто Alt и Shift, чтобы он никуда не заезжал, и копируем. И такая вот есть фича, да, у Figma полезная. Выбираете все объекты, и тут у вас вот это вот выравнивание, да, помните? И он вам подсказывает, что между блоками расстояние 20, вот оно. То есть вертикали по вертикали 26. И вы можете сразу указывать тут, например, у вас тут там 30, там, а тут, допустим, 100, да? Но вот так не надо делать, потому что какое у вас вот здесь расстояние, такое и должно быть вот здесь. И, соответственно, если у нас по сетке, да, у нас должно быть 20 на 20. То есть это я вам показала, что как удобно, да? Итак, у нас тут, значит, есть каталог. Тут у нас будут разделы. И смотрите, вы же не пишете, да, разделы, вы прям будете писать конкретные разделы. Чтобы их множество скопировать, смотрите, как делать, как я уже научила. Копируйте один раз, а дальше нажимаете уже Command-D. Command-D, и он уже пошел копировать. И если вам, например, расстояние не нравится, вы выделяете все расстояния, и вот тут указываете расстояние, которое хотите сделать. Допустим, 20. Все. Сверху, значит, у вас будут фильтры. Фильтры тоже указывать. Я сейчас вам для быстроты покажу, как-то заанимировать, ну как, залинковать. И, значит, третья у нас будет страница. У вас должно быть три страницы, да, уже там вторая домашка у нас уже более глобальная, да, масштабная. У вас, значит, главная страница, каталог и карточка товара. И уже для карточки товара уже отдельно смотрите визуалы, да. Так, карточка товара. Угу. Вот, супер. Все для вас, видите, все выходит. И уже вы видите, да, смотрите, значит, тут смотрите, либо там реальные магазины уже прям по карточке товара, да, заходите, смотрите. И смотрите, конечно же, примеры, да, как должно быть, да, хотя бы для начала, если у вас не получается, даже можете скопировать, да, как должно быть. Но не делайте с нуля, не придумывайте с нуля. Так, ну, обычно выходит, ну, не очень. Поэтому смотрите много референсов, я вам уже 100-й раз повторяю. Так, давайте посмотрим. Итак, что может быть, значит, как пользователь, да, попадает на карточку товара? Он, значит,
зашел, да, после главной страницы на каталог, он нажимает на какую-то, да, карту, ну, на товар, и он попадает на карточку товара. На карточке товара, значит, вот такое изображение у нас должно быть. Уже детальные, да, уже мы рассказываем про товар, мы уже пишем название, да, сколько стоит, там, описание пишем, из какого материала, да, и внизу можем там с этим товаром еще берут, да, то есть такая история есть. Значит, так, да вот отсюда скопируем, значит, у нас какая-то большая картинка стоит, есть еще, да, маленькие картинки, которые превьюшки, да, ну, чуть больше, может быть. Берете, Command-T, вы просто увеличиваете вот тут вот стрелкой, можете вот так увеличить. Так, и тут, значит, название товара, да, большим заголовком, да, и в то же время мы помним, что мы проходили, да, что текстовые стили у нас не должны много повторяться. Если у нас на главном баннере какой-то H1, он все один будет, дальше у нас мужская и женская одежда будет H2, и H2 у нас везде будет, да, такой же. И не плодим много стилей, у нас должно быть все минимально. Значит, тут будет название товара, а потом вот этим вот, да, будет какое-то описание. Давайте пока возьмем какой-нибудь текст. Просто будет описание этого товара, да. Вы прям будете все будете смотреть, да, структуру поймете, прям напишите, да, тут цену напишите большими, да, там 48, нет, 36, там, не знаю, 3590, 90 копеек. Это маркетинговый, да, уход всех. 90 копеек. А там сюда напишите там сом или рубль, да, как вам. И, значит, что еще должно быть, да, на карточке товара? Характеристики, да, описание, из какого материала. И, конечно же, не забываем главный атрибут у нас, кнопку, да, чтобы добавить, у вас кнопка будет «Добавить в корзину». И что еще? Смотрите, да, что еще? То есть не придумываете, да, уже придумано все. Иконки соцсетей, да? Иконки соцсетей, чтобы поделиться, да, этим товаром, возможно, вашему другу понравится, да? Это все проектирование, да, это все у нас UX. Мы обдумываем все, придумываем. Так, и мы еще увидели, что на карточке товара могут быть повторяющиеся товары, типа с этим товаром берут, либо вам, может быть, это интересно. Таким образом. Значит, у вас H2, да, уже есть. Копируете этот стиль и говорите там похожие товары. Так, и все. И потом футер. Помните, да, про расстояние? Я на прошлой практике говорила, что расстояние между блоками оптимально 120, и если вы 120 делаете вот расстояние, да, то 150, ладно, 160 может быть у вас быть расстояние, вот 160, и, соответственно, везде должно быть у вас 160 расстояние от блока к блоку. Так, все, теперь мы приступаем к интересному, да, что я хотела вообще вам показать. И в итоге я уже объяснила вам, что делать во второй домашке, да, и вы можете уже приступать. Я просто в текстовом виде я еще дам. И мы уже приступаем ко второй домашке, и уже приступаем к фильме. Итак, сейчас, секунду, я... Пока делаем прототип, да, а картинки потом.
Что я хотела? Смотрите, чтобы, например, вы нарисовали, значит, прототип, да, чтобы его вы показали клиенту, он хочет прям потыкать по этим макетам, понять, как он может работать. Вы делаете следующее. Вот давайте еще назовем их, да, каталог это. Это карточка товара. Итак, у вас есть, значит, 3 макета уже, и вы залинковываете, как можно это сделать. В Figma есть замечательный раздел, есть прототип. Вы, значит, заходите туда, и у вас уже режим прототипирования, тут уже нету, да, стилей, как там его, дизайна, нет инструментов. И вы делаете следующим образом. Значит, выбираете элемент, да, и по нажатию этого элемента, допустим, вот главный баннер, да, у вас там на главном баннере, вот, допустим, вот тут у нас есть, допустим, раздел мужской, да, и когда вы, например, нажимаете на этот плюсик, вы зашли, значит, в раздел прототип, нажали на этот плюсик, и сюда добавляете анимацию, ну, именно переход, да, нажимаете плюсик, и тут выбираете, при каком действии, то есть при клике, при наведении, да, при разных действиях. Нажимаем при клике, оно должно переходить, значит, оно должно переходить вот сюда, вот на эту страницу. Все, мы соединили эти страницы. При клике, да. Теперь выбираете, допустим, вот эту. Тут то же самое. При клике на эту кнопку у нас должно быть вот сюда. Он клик. И, допустим, мы уже зашли на эту страницу. Здесь, например, при клике логотипа мы попадаем на главную страницу. Вот. Допустим, мы при переходе, да, к карточке товара переходим на карточку товара. И, соответственно, отсюда при клике на логотип мы попадаем на главную страницу. Все. Теперь что мы делаем? Нажимаете, значит, вот здесь вот есть кнопка Play. И сейчас мы увидим, как у нас работает макет, как будто бы из сайта, да? Когда вы нажимаете на пустое пространство, вам указывает, куда нужно нажимать. Вот сюда нажми и говорит. Либо там вот сюда нажимаете, вот сюда нажми и говорит. Итак, переходим, значит, сейчас, секунду. Переходим, значит, по меню. И вот мы перешли в каталог. Мы хотим назад, логотип, и на главном баннере мы. Либо отсюда, да, переходим на каталог, и отсюда выбираем карточку товара. И, соответственно, на главную страницу. Вот как работает именно прототип, да, как он должен выполнять задачу, да, и, получается, клиент вот так посмотрит и одобрит вам вашу структуру. На этом все. Значит, вы делаете прототип, домашнее задание. Есть ли у вас вопросы? Давайте вопросы обсудим. Может быть, что-то непонятно стало. Понятно ли вам, что делать со второй домашкой? Что смотрим, да, какие референсы смотрим, да, как приступаем, структуру понимаем, да, как сохранить. Оно сохраняется автоматически. То есть, вот смотрите, вышли, значит, да, сейчас, секунду, я верну. Так. Значит, нажимаете на крестик, все, он у вас сохранил. Ой, я вышла вообще из Figma, сейчас зайду. Все, он автоматом сохраняет, вот интернет-магазин, он у вас сохраненный уже. Вы заходите на него. Это, знаете, как в этом,
как его? Как Visual Studio, помните, нам говорили, да, на первом уроке, что вот тут если кругляшок стоит, то он не сохранен. Если тут кругляшок исчезает, то он сохранен. И смотрите, помните, я вам в начале урока говорила, еще расскажу вот тут что. Вот тут в самом конце есть экспорт. И чтобы, да, я могла посмотреть ваши прототипы. Нет, лучше, вот когда вы будете делать прототипы на вторую домашку, не спешите, никуда не спешим, да, детально смотрим референсы, структуру смотрим, а потом, как мы, как там его, отправляем, да, отправляем ссылкой, потому что, ну, как-то 3 макета, да, грузить тоже, наверное, неудобно будет. Просто, значит, отправляете ссылкой, и я буду смотреть. Как отправляете? Вот, значит, вы сделали прототипы, да, 3 прототипа. Вы, значит, нажимаете на Share, поделиться. И тут есть параметры, то есть что может делать человек, который у вас линк, да, взял. И тут, конечно же, вы ставите только просмотр, can view, и просто копируете вот copy link и отправляете, да, куда-то, да, просто ставите и отправляете, все. Я перейду по этой ссылке и посмотрю. Тут очень просто. Как делать экспорт? Вы выбираете, возможно, вам экспорт понадобится, да, там, выбираете, значит, Artboard, тут в самом низу есть экспорт, нажимаете на него плюсик, и тут есть разные параметры. Выгружайте в 2х, потому что 2х, оно очень качественно выгружает. И тут есть там, форматы PNG, JPEG, SVG и PDF. Обычно PNG можете, и экспорт. Просто делаете экспорт и сохраняете куда надо. Такие вот параметры у Figma. В Figma есть, кстати, очень много фичей, я, возможно, еще в следующих уроках буду рассказывать про них. Есть еще автолейаут, очень интересно. Так, что еще? Так, ну, быстро, да, я же пока вас не прошу быстро, у вас куча времени, да, вы будете делать в своем темпе. Я сейчас, видите, я просто раскидала, да, вы уже будете делать детально, каждую структуру, да. Как шаг назад делать в фигме? Так же, как и в фотошопе, Ctrl-Z, вперед Ctrl-Shift-Z, Command-Z, либо Mac. Так, очень понятный урок, спасибо вам, спасибо. Как удалить? Просто delete. У вас же кнопка Shift, ой, в клавиатуре есть удалить, просто с ним удаляете. Сетку мы ставили в начале урока, да, посмотрите запись, мы там детально поставили. Так, это значит без картинок. Прототип, да, это значит без картинок. Мы делаем структуру, да, мы понимаем, где что находится просто. А потом, значит, мы делаем, да, детальную структуру, а потом вы перейдете к дизайну. Мне очень приятно, что я хороший учитель. Я не думала, что я хороший учитель на самом деле. Вот, видите, почему я Photoshop вам, да, говорила. Вот теперь сейчас вы, когда после Photoshop перейдете в любой редактор, вам вообще все будет под силу, да, вы все уже, вы монстр. Matte Desk Icon, к сожалению, не знаю. Попробуйте установить вот этот вот Material Design Icon, который я говорила. Сетку посмотрите в записи, потому что я же не могу по 100 раз повторять то, что я уже сделала. Для карточки товара на каждый товар делаем отдельно. Нет, вы один показываете, да, вы, ну, уже же понятно будет, что для всех это будет универсально. То есть вот так вот. Движущуюся картинку пока не надо, потом, возможно, мы пройдем. Так. Вам спасибо.
Да, конечно, Photoshop, поэтому, да, мы учили Photoshop, чтобы обрабатывать фотографии, да, и я специально, даже если вам трудно было, я настаивала, да, чтобы Photoshop научились, потому что после Figma вы бы навряд ли туда бы хотели зайти. Сколько страниц? У нас же 3 страницы. Вот, 3 страницы будете делать. Можно ли сначала копировать чужую работу, чтобы можно, но вы не показываете, да, нам его. Вы для себя просто тренируетесь, да, на общее там, чтобы мы смотрели, вы не показываете его. В своих просто макетах копируете, руку, да, так скажем, набиваете. Потом вы уже понимаете, что уже хотите свое что-то сделать, да, и, ну, вы же видели, да, что тут ничего такого, да, мы видели там разные, есть очень много сайтов, мы смотрим плюс-минус структуры, да, мы видим, где размещается кнопка, где у нас меню, какие меню есть. Просто потихоньку делайте прототип. Да, домашка только прототип пока. Потихоньку приступаем к прототипу. Как запрограммировать? Да, это называется дизайн-система, чтобы в дальнейшем клиент сам менял фотографии. Для этого компании, значит, все расписывают, как, что они будут делать, да, и это делают все в этом платформе, по-моему, 1С, ой, нет, не 1С, Битриксе, по-моему. В общем, я там точно не знаю, но есть какая-то платформа, да, и там в режиме уже редактирования они просто меняют как там его, вложенность сайта. Так, дедлайна для прототипа давайте сделаем 2 недели. Вот. А так, да, ну, все у разных свое время, да, возможно, кто-то занят очень, но главное сделать. Да, сначала механику, потом автомат, правильно заметили. А, так, ну, видимо, все, да, ваши вопросы не остались. Сколько времени дизайнер оказывает поддержку по работе законченного сайта? А, по-разному, по договору, да. То есть, смотрите, у нас был проект, бывает разное, бывает по-разному. Например, был банк, он сделал дизайн, значит, и он нам дал дизайн-поддержку. Это отдельно договор составляется для дизайн-поддержки, чтобы, например, там при входе там работы там клиент захотел поменять баннер, да, он говорит, поменяйте мне баннер там, у нас вышел новый продукт, сделайте для него отдельную страницу. Ты уже по готовым, да, дизайн-решениям уже делаешь разные сайты. А, то есть так, тут по-разному. Дизайн-поддержка у нас 5 лет длилась, как мне говорили. А, да, конечно. От дизайнера зависит, насколько фронтенщику будет понятно. Один проект сколько времени примерно берет. Ну, тут, конечно, вопрос очень, ну, общий, да, то есть могут быть проекты, которые мы сделали. Хотите, я вам покажу сайт, который я сделала? Мы его сделали за 2 недели. Ну, так как сайт уже запустился, да, я же могу показывать, потому что когда сайт не запустился, мы не имеем права показывать. Значит, нам обратилась экономика Москвы, московское правительство, и вот анимацию тоже я делала. Они обратились к нам, у них вышел отдельно проект облигации Москвы. Почему оно вышло? Потому что, чтобы, как там его, чтобы у Москвы очень много, да, как там его, перспектив, и они продают облигации, тут берут инвесторы, значит, покупают, потом они, получается, купили, а на эти деньги Москва реализует свои важные инфраструктурные как там его, проекты, там, как там его,
дорогу строят, да, метро, автобусы покупают, электроавтобусы. И вот мы для них сделали такой сайт. Значит, тут мы просто баннер, тут мы рассказываем про для чего, да, насколько это важно, рассказываем, куда пойдут эти средства, да, которые вы инвесторам рассказываем, которые вы вложите. Ну, этот сайт, он не для, получается, простые люди не могут это купить, там какие-то у них свои клиенты, да, и они отправляют им ссылки. И тут вот такая вот анимация, которая превращается в темный, и вот таким образом. И как думаете, а, ну да, я уже, как сказала, да, за 2 недели. Вот, и, ну, на самом деле очень срочно было. Я еще по выходным работала и по ночам работала, ну, потому что у нас есть переработки, да, которые оплачиваются, ну, в другом порядке. Но просто он был очень срочный, да, клиент попросил за 2 недели, и мы это сделали. То есть туда входило и исследование, да, и структуру понять, и для кого это, и как вообще. Вот, но вот это вот лендинг, да, одностраничный, то есть прям можно закончить. Но, тут еще мы сделали адаптивную версию, плюс мы его перевели на английскую версию, сделали еще, получается, мы 4 страницы, это за 2 недели, да. То есть вы понимаете, да, что одну страницу, в принципе, можно и за один день сделать, да. А, но есть проекты, которые у нас 3 года длились. Вот, 3-4 года — это вполне, нормально, когда у компании есть несколько вложенностей, несколько страниц. Вы помните, мы про текст с вами обсуждали, да, что я вам еще рекомендовала, да, "Пиши, сокращай", как там его, книгу. Если вы еще не начали, прочитайте эту книгу, она очень интересная. И дизайнер должен знать про текст, он должен быть отчасти копирайтером, да, чтобы не писать, да, рыбный текст, потому что дизайнер, он сейчас, допустим, там, а, как там его, в прошлом, да, прошлые годы дизайнер, он был просто дизайнером, а сейчас он больше такой универсальный, да, который и маркетингом занимается, да, и копирайтингом, да, то есть сейчас уже у него больше ответственности, поэтому пиши, сокращай на заметку, прочитайте, и текстом вы должны уметь работать. Потому что красный цвет, он у них был, логотип красный, и у них брендинг уже, как бы, позиционирование уже с этим цветом были связаны. Работали на этой проекте у нас, получается, 2 дизайнера, 1 менеджер, и все. Получается, и клиент. У нас были созвоны. А, Получается, этот сайт мы сделали на Редимаге. Получается, мы с дизайнером вместе макеты, с арт-директором, да, у нас был на проекте арт-директор, он мне помогал с макетами, а я полностью его собрала на Редимаге. Вот эти вот все анимации тоже на Редимаге можно сделать. Когда мы научимся выстраивать композицию, да, мы уже поймем, как правильно, да, мы с вами еще можем пройти, если вам интересно, Редимаг, как создавать сайтик, то там прям с нуля, да, как анимации делать. И вы можете уже своей работы, свои кейсы не только там собрать в этом, как там его, Behance, а прям сделать его на Редимаге, прям сайт можете сделать. Я сейчас вам покажу а, свой этот Редимаг, где я собрала свои работы. Я его 3 года назад делала.
Ну, я его делала еще, когда была вот только-только новый, да, то есть пришла, то есть дизайн, и всё это вот после курсов я делала, после 4 месяцев учебы на курсе сделала, значит, я изучила Редимаг и поняла, что лучше собрать здесь, чтобы, например, когда передавать работодателю, да, свое портфолио, лучше было бы, если он прям по, как там его, по сайту перейдет и тут уже посмотрит мои работы. И в конце мы можем таким образом собрать ваши работы. Тут, значит, я логотип сделала, просто это со своих имен, да, инициалы, проекты, там, детально. Это вот первая работа вот по... Вот сейчас вы будете приступать к этому заданию. Интернет-магазин был у меня, Oriel Day. Потом это редизайн сайта старого, да, музея. Такие вот, вы видите, на Редимаге можно, у нас как обычно сайт идет, да, листается просто сверху вниз, да, а я тут сделала вот скролл горизонтально, чтобы он уезжал именно налево, но чтобы текст выезжал именно снизу. И тут прям можно переходить по ссылкам, оно перейдет на Behance. И почему я хочу, чтобы вы собрали, да, вы будете сначала собирать на Behance, и именно сделаете кейсы, да, вот такие вы детально расскажете про свой проект, анимацию сделаете, мы еще пройдем с вами After Effects, да, Бурса, если здоровье нам всем позволит. Вот. А потом можно все эти, получается, вот у вас есть кейс на Behance, а вот эту вот ссылку просто сделаете вот сюда, и у вас в одном месте, да, как интересный сайт будет. Тут, значит, третья работа, у меня всего 3 работы было, да. А тут я рассказываю просто про себя, что вот я диджитал дизайнер, я люблю там минимализм, это мое хобби. И если у вас там вопросы, пишите вот сюда, вот можно делать ссылки, да, чтобы он переходил к почте, либо можете перейти там на Behance и посмотреть там подробнее. Я специально сейчас Редимаг не прохожу вам, чтобы вы сначала с композицией, да, умели работать, чтобы вы уже понимали, как строить дизайн, потому что там, если не знать основы дизайна, трудно сделать что-то. Да, это как портфолио. Нет, это не в Figma, это на Редимаге. Вот видите, бэкэнд — это вот Редимаг такой инструмент, где можно создавать прям с нуля сайт. Это просто не зная фронт-энд и не зная бэкэнд, можно создать вот такой вот сайт. Так, ну все, ребят, тогда прощаемся с вами до следующего воскресенья, да? На самом деле, вам спасибо, да, меня очень вы мотивируете, именно ваш интерес, потому что без вашего интереса и без ваших работ, которые вы делаете уже хорошо, да, я бы, наверное, не преподавала бы с таким интересом, потому что, вы мой мотиватор, чтобы вас научить, да, чтобы и в Кыргызстане, чтобы больше дизайнеров стало, чтобы больше красоту создавали, да. Вот, мне очень приятно. Все, тогда я сейчас завершу запись. Спасибо Да, большое. Сейчас. да, Очень да. классно было. И тут у нас был еще учителя, хотели что-то сказать. Если у вас есть дела, вы можете уже выйти. Это было про... Про что будет? Я тоже послушаю. Хорошо, давайте.